Гималаи. Пик снежного человека. Какая жарища сегодня! Следы? Есть, мистер Хемингуэй, в ту сторону. Ты попался, снежный человек. Не будь я Эрнест Хемингуэй. Не так туго, мне больно. Перед вами Эрнест Хемингуэй, господа. Лучший охотник за мифами ловит снежного человека. Вот это по-мужски. А теперь в Шотландию. Быть воином еще не значит быть мудрецом. Мистер Эрнест Хемингуэй поймал сильного зверя, но он никогда не смирит опасное чудовище в себе самом. Снежный человек схвачен, охотник едет в Шотландию. Почему-то считается, что собаки – лучшие друзья человека. Но что мы на самом деле о них знаем? Уверяю вас, все собаки входят в тайную организацию, призванную спасать людей от всяческих напастей. Сейчас вы увидите, как они действуют. Это секретные материалы псов-шпионов.
где-то в шотландских горах. Эрнест Хромингуэй. Мэр, ты? Да, милости прошу в Лох-Маклохлин, мистер Хромингуэй. Вы оказали большую честь нашему маленькому... И ты невелик. И в юбке ходишь. Ты женщина? Готовьте зоопарк. Живо! О, злобный. Может голову тебе откусить, если я ему, конечно, позволю. Мой любимый бронтозавр из Конго. Ой! Этот еще хуже. Разжует, а потом примется надувать шарики из кишок. Ой, ой, ой. Вы хотите их выпустить? А как же? Это самый опасный хищник суши. Моя мама. Сын! Все может. Завтра утром еду на Лох-Несс. Хочу поймать знаменитое чудище, которое там обитает. Вы слышали о загадочных кругах на полях пшеницы? Взгляните. Вот оно, смотрите. Это и есть лох-несское чудище. Это его следы. Я знаю, как его схватить. И посадить в клетку. Такой симпатичный, а такой злой. Это Яна. Мне нужен зверок. Несси в беде. Штаб-квартира секретного агента Ральфа. Дорогу Ральфу, графу Мопсли! Сегодня мы спасем эти поля ради наших щенков. И щенков их щенков. И щенков их щенков. Их щенков. Ну, скорее. Ладно, за мной. Во имя свободы! Стойте! Ральф, Эрин, на счастье. а может поцелуй? Он принесет мне удачу. Немедленно марш с нашего дивана. А? Ральф, Ральф, немедленно марш с нашего дивана. Ральф, говорит агент Зеро. Времени мало. Нажми зеленую кнопку. Это Ральф 2000. Он умеет только есть, спать и лаять на чужих. Но он прикроет тебя во время твоего отсутствия. А куда я еду? На озеро Лох-Несс. У нас ЧП. Ты встретишь нашу связную, и она введет тебя в курс дела. Она? А кто это? Эрин, наш агент из Ирландии. Ты ее знаешь. Эрин? Ой, ля-ля. Прекрати слащаво улыбаться. В дорогу. Живо! Озеро Лох-Несс, Шотландия. вот оно, Ральф. Лох-Несс. Красиво, да? Мне тут ужасно нравится. Ральф, у нас задание. А, да, точно. Наше задание. Эрнест Хромингуэй направился сюда. Нужно сделать массу приготовлений. Каких именно? Мы должны спрятать лохнесское чудовище. Спрятать лохнесское чудовище? Послушай меня. Ты, наверное, знаешь, лохнесское чудовище было замечено многими. Десятки свидетелей, даже размытые фотографии. Но никто и никогда не видел его вблизи. А что это? Змея или, может, плезиозавр? Нет, это не змея. Оно не настолько примитивно. 200 лет назад клан Макдональда собрался на высоком холме. Горцы принесли волынки и вызвали макджаггеров на честный бой. Все держались достойно. Музыка лилась клевая. Шел традиционный обмен фирменными мульками. Но вдруг старейший из Макдональдов слишком увлекся кренделями и, подойдя к краю утеса, потерял равновесие. Чтоб твоя волынка лопнула! Падая, он схватился за юбку брата, а тот за юбку племянника. Вскоре оба клана съезжали навстречу смерти. Но в самый последний момент храбрая такса по имени Несси ухватила верхнего за его ягтаж, а хвост обвела вокруг дерева. Так она держала 48 взрослых мужчин с их волынками 4 суток, пока не пришла подмога. А если они так